Им всем здесь нет и 20, с автоматами наперевес. Но за этой показной бравурностью невозможно не заметить наивную улыбку вчерашних детей. Последняя фотография до приказа. Через несколько часов будет бой. Через несколько часов из этих мальчишек живыми останутся только 3. 14 января 2000 года. Вторая чеченская кампания развернулась на приграничных регионах Северного Кавказа. Федеральным войскам удалось взять под контроль большую часть территории Чечни, но боевики скрываются в горно-лесистой местности. Взвод Алексея Кораблева в Аргунском ущелье попадает в окружение. Около 200 чеченских бандитов, засевших в окопах, бьют шквалистым огнем. Бои продолжаются почти сутки. В конце битвы от взвода солдат осталось в живых только 5 человек. Когда живешь в одной палатке, ночуешь в одной палатке, там охраняешь, так скажем, караул. Сколько-то человек спит, сколько-то человек в карауле. Там еда из общего котелка. Ну и вообще жизнь. Это сближает? Да, конечно. А когда тот, кто рядом с тобой только что был и умирает, это больно, это злость человека как-то, я не знаю, как это объяснить, но потерял своего родного, близкого человека. Командир отдал приказ бойцам к отступлению. Алексей Кораблев с пулеметом остается на позиции один, прикрывать отход бойцов. Через несколько часов он смог прорваться из окружения. Из поля битвы Алексей смог вынести своего раненого товарища, офицера разведгруппы, вдвое больше его самого. Нес его на себе всю ночь. До батальона смог дотащить только ранним утром. Там их уже считали погибшими. Он уже истекал кровью, да? Да. Но вы его там не оставили? Нет. Хотя могли бы и оставить? Не мог. Он так воспитан. А что говорили родители всегда? Уважай взрослых, цени друзей. Тогда будет все нормально в твоей жизни. Вы так и живете? Да. Алексей Кораблев вырос в деревне, в небогатой семье. В 16 лет остался без отца. Поэтому ему очень рано пришлось на себя взвалить это бремя ответственности за семью и своих братьев и сестер. Возможно, именно такое нелегкое детство и воспитало в нем эту силу духа и непреклонный характер. Прошло 20 лет, а я эти моменты спокойно до сих пор не могу смотреть. Его рассказ о войне не изобилует яркими воспоминаниями. Алексей считает, что про войну можно говорить только просто и только честно. Ему есть что сказать и всем тем, кто меняет риторику по отношению к тем кровавым событиям, которые унесли жизни несколько десятков тысяч человек. Сейчас какая есть страна, что это их заслуга, что она так живет, без особых взрывов, терактов, там, я не знаю. А если в то время так бы все и осталось, вы как знаете, тогда чеченская началась из-за того, что они вторглись уже в другую республику, в Дагестан, тогда бы было бы, наверное, все по-другому. В его родной школе есть небольшой стенд с описанием подвигов взвода Кораблева. В этой кадетской школе, которая носит звание Героя Советского Союза Сергея Кузьмина, учащиеся на примерах своих же учителей узнают, что такое доблесть, мужество и героизм. Да, в Афганистане, в десантно-штурмовой группе. Это ограниченная часть пограничных войск у нас была. Это 67-й пограничный отряд, это Автобазар, это вот там, где небезызвестная Кушка находится. Вот в тех местах я служил. На нас возложена самая главная задача подрастающего нашего поколения. Но не все же выбирают военную, да, сферу? Не все выбирают военную сферу, также идут по линии МВД, также идут и на госслужбу, то есть формируем полностью личность, готовую к жизни, конкурентоспособной жизни. Но вы за этих ребят ни разу не покраснели? Нет. Настоящий мужчина должен быть храбрым, честным, и он не должен обманывать, не должен
ныть. Быть героем — это значит помогать другим, защищать людей. Не оставаться в стороне, если, например, случилась у кого-то какая-то беда. Наверное, примером мужества можно назвать практически любого офицера. Все-таки в первую очередь они занимаются чем? Они занимаются передачей своего опыта, передачей своих знаний, взглядов подрастающему поколению. А это формирует в первую очередь в глазах этого самого подрастающего поколения пример того, каким человеком нужно быть. Но даже у офицеров в запасе есть свои примеры, достойные подражания. Люди, которые своим подвигом навсегда изменили этот мир. Для меня примером, если брать полководцев Великой Отечественной войны, то это Рокоссовский, наверное, Константин Константинович. Если брать из моей родни, то это мой дед. Он, значит, прошел всю войну, значит, закончил в Германии войну на берегу Балтики, участвовал в штурме Берлина. Ну, наверное, запоминающийся такой вообще из моего детства даже, со школьной программы, это Александр Матросов. Алексей Кораблев никогда не видел своих дедов ни по линии отца, ни по линии матери. Они погибли на фронтах Великой Отечественной, но их фамилии на доске славы в родном городе Чистополе герой России Кораблев так и не нашел. Правда, Алексей на эту ошибку чиновников не в обиде. Таков уж его характер. Он даже свою звезду героя за прошедшие 20 лет так и не смог понять и принять до конца. Ну, вы часто говорите о том, что вы герой? Нет. Вот за эти 20 лет? Нет. По счету образования. А что не пошел там дальше учиться? Да, были предложения. Но эти предложения, опять же, не, как сказать, не мне, да, звезде, звезде. Да, моей звезде. И чтобы повесили на стенку, вот у нас учился герой России. Ну, это мое мнение, так. Поэтому я не стал никуда поступать. То есть вы настолько принципиальным были человеком? Я и сейчас принципиальный человек. Алексей уверен, что вот они, герои, давно преданные земле. Мальчишки с наивной улыбкой вчерашних детей на потертой от времени фотографии. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.